Уважаемые друзья, мы продолжаем серию передач проекта Дастархана Дома дружбы Карагандинской области. И сегодня у нас в гостях руководитель грузинского культурного центра Джорджия 2007 Далидзе Григорий и его супруга Далидзе Татьяна. Кайрлыкун курмети доста. Камарджовет патвиценулу меговреду. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать у нас в студии. И вот хочется сразу спросить, что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить грузинское блюдо, которое называется чкмерули. И грузинское блюдо, которое называется хачапури. Ой, это мое любимое блюдо на самом деле. Что мы делаем сначала? Давайте, с чего Сначала, Жанара, у нас есть курица. Для этого блюда чкмерули можно использовать курицу, можно использовать цыпленка. Вкратце хочу рассказать такую историю, откуда образовалось это блюдо. По преданию, в Грузии есть в западном регионе, регион Рача называется. И придворный повар ждал гостей очередных, в то время, и хозяин, получается, попросил его сделать что-то необычное. И тогда он сделал вот это блюдо, это курица в молочно-чесночном соусе. И вы знаете, оно прижилось, и очень популярное блюдо сейчас по всей Грузии, по всем регионам. Для начала мы берем курицу, ее убираем. Давайте я вам Да, спасибо. Ненужные части. А я, наверное, параллельно тоже, буду? Так, немножко давайте, да. готовить хачапури. Сейчас у меня есть тесто, сыр. Сыр мы берем двух видов. Это брынза и сулугуни. Натираем на терке. А вот обязательно, чтобы был разный сыр? Но если вы хотите, чтобы у вас тянулось все, вот как резит такая жвачка, было красиво. тогда, да, нужно сулугуни добавить. Григорий, расскажите, вообще, вот пока вы готовите, я буду к вам вопрос задавать, который мне интересный. Расскажите, а вы родились в Караганде сами? Нет, Жанара, я родился в Акмолинской области. Есть такая станция Шартанды называется. Моя станция. Вы тоже оттуда? Я тоже оттуда. Да вы что? Оказывается, мы земляки. Это очень приятно, да, приятная новость. И вы знаете, я вот прожил в Шартандах 10 лет. После этого меня папа отправил в Грузию к бабушке. И 5 лет я прожил еще в Грузии, в городе Батуми. А потом вернулись? Потом он меня забрал, и привез в город Караганду. Я здесь закончил школу, последний то есть класс. Вся семья, получается, переехала, в Караганду? Да, вся семья переехала в Караганду. И после школы я поступил в Карагандинский университет по специальности правоведение, юрист. Но по специальности я не работал. Потому что отец занимался своим делом, и я помогал ему и был с ним вместе. Нужно было быть преемником, так сказать, Да. семейного уже бизнеса. Семейного бизнеса. А вообще вот расскажите, вот ваш центр, грузинский культурный центр Джорджия 2007, как образовался вообще, какая история у него? Наш центр, вы правильно, 2007 называется Джорджия, потому что образовался в 2007 году. Но предыстория нашего центра образования – это в 2000 году мой отец Далидзе Григорьевич в городе Караганде, у него была всегда идея объединения грузинского этноса по нашей республике. И он создал республиканский центр Джорджия 2000. Это был республиканский, туда входили все области? Да, он все области объединил, и в Караганда была, как говорится, центром республиканского. Он жил этой мечтой, этой идеей о том, чтобы грузины могли вместе общаться, сохранить свои традиции. И, к сожалению, папы в 2001 году не стало. И это время немножко у нас была тишина.
В 2007 году мы уже здесь решили создать областной грузинский центр, то также объединить, потому что мы видели, что ассамблея работает, люди разных этносов открывают свои культурные центры, да, для того, чтобы сохранить и познавать, чтобы младшее поколение знало свой язык, свои традиции. И благодаря этому они могли понимать и уважать все этносы. Пока мы были заняты, я смотрю, у Татьяны уже готово все, в принципе, да? Что мы сейчас делаем, Татьяна? Я сделала хачапури, вот сейчас мне их нужно будет испечь на сковородке. На сухой сковороде? На сухой сковороде, да, это хачапури по-эмеретински. Который... А тесто просто дрожжевое делается? Тесто или... какое вы хотите, можно дрожжевое, можно на кефире, то есть какое у вас есть в заготовках, какое вы привыкли работать. Можно слоеное сделать, то есть это уже... И на средней температуре, да, готовится, получается? Ну, можно на высокой температуре, сначала под крышкой, потом вы переворачиваете и без крышки уже доготавливаете. Вот, все секреты узнали, так что пользуйтесь. Кто захочет приготовить хачапури дома, тесто можно любое подобрать, а сыр нужно смешанный сделать, да? Правильно? Сыр тоже, да, лучше смешанный, чтобы у вас было вкуснее, сытнее. А смешаны какие сорта? Брынза и сулугуни. Ну это тоже важно, да, я сказать. уже Желательно, говорила. да, у нас очень хорошие сыры есть в Караганде. И получается... Где у нас есть все. Вот представляете себе, Да, можно да. все приготовить и все съесть. Вот если мы уже начали говорить про, пока готовится хачапури, да, Да. мы уже начали говорить про центр. Вот вы когда открывали его, Вот тяжело ли было вообще? Да, вы знаете, процедура? эта процедура была новая, и мы не знали, как надо правильно это все поставить, работу. Но вот я хочу воспользоваться случаем и рассказать про тех людей, которые помогали нам в становлении нашего центра. Я хочу рассказать случай, когда мы открывали в Спасске мемориал, который сами все ребята, мужчины, своими руками сделали. Мы не нанимали никаких рабочих, ни специалистов, а сами сделали, и до сегодняшнего дня этот мемориал стоит. И в то время при открытии, это было очень жаркое лето, 2008 год, и мы пригласили уважаемых людей нашего города. Я хочу вспомнить то Дюсенбекова Камали Джуматаевича, светлая ему память, который в то время уже был приличного возраста, за 80 лет. И вы знаете, я в знак уважения пригласил его. Я, конечно, не думал, что он приедет. Но когда я оказался на открытии, и это было, еще раз хочу сказать, очень жаркий день, Камали Джуматаевич приехал. Вы знаете, это была очень большая поддержка для нашего центра, так как он дружил с моим дедушкой, с моим папой, и его наставление, его присутствие открыло нам дорогу нашего центра. Мы тогда открыли памятник и начали потихоньку вникать в работу ассамблеи, что мы могли сделать. В первое время также хочу вспомнить Асмагамбетова Султана Капаровича. Это те уважаемые люди наши, которые для Караганды, для Карагандинской области, для отношений между разными этносами сделали очень большой вклад. Поэтому дальше, конечно, в начале нашего центра я хочу сказать и поблагодарить Исидора Шамиловича Борчишвили, который юридическую часть нам помогал проводить. Но вот интересные такие истории, действительно, сейчас бы, наверное, о них никто не знал, если бы вы сейчас не поделились с нами. Камали Дюсенбекова у нас сейчас даже названа в честь него улица, это Волочаевская бывшая, да, сейчас она Камали Дюсенбекова. Сейчас зрители могут узнать историю, да, вообще человека, который вот действительно помог открытию грузинского культурного центра. Да, он наставлял нас, он нас приглашал, мы несколько раз были на День Победы, и мы видели, какие люди приезжали, как с уважением относились. Камали Джуматаевич очень много не говорил. Он говорил
очень степенно, очень немного, но этот смысл был очень большой в этом. И я считаю его как своего дедушку, честно говоря. Поэтому... Это вот даже знаково, что мы сегодня в программе, тем более, что сейчас 90-летие города Караганды, мы упоминаем сейчас таких значимых людей, которые внесли большой вклад в наш город, в нашу область, и вот даже в открытие грузинского культурного центра Джорджия 2007. А вот скажите, пожалуйста, вообще, вот мы сейчас готовим с вами грузинские блюда. Да. А как в вашей семье происходит вообще? Вот какую кухню больше всего вы предпочитаете? И, Татьяна, вы же не грузинка по национальности, да, но я смотрю, что вы спокойно хачапури уже за буквально несколько минут сделали. Ну, в семье у нас, наверное, интернациональная кухня, потому что у нас 3 детей, и они любят все. Они любят хачапури, они любят бишбармак, они любят борщ, в общем, они любят жареную картошку, котлеты, то есть мы готовим абсолютно все, там, пельмени, хинкали. То есть у вас дружба народов. Да, в зависимости от настроения, от времени. Бишбармак Вот. часто готовите? Очень. Это любимое блюдо младшего всех, сына. Да. Он только вот сегодня говорил: мама, бишбармак давай. Вот как отлично. Вообще отлично, когда действительно переплетаются традиции народов, да, в одной семье. А вообще есть у вас какая-то в семье традиция, вот, которую вот соблюдаете вот вы? Вот, то есть, там, я не знаю, бывает у кого-то там вечером собраться за столом, там что-то обсудить, еще что-то, а у кого-то отмечать какой-то вот праздник стабильно всегда, и может быть даже никто не отмечает. Новый год. День рождения, Новый год, конечно, и есть у нас и православные, и христианские праздники. Мы соблюдаем и стараемся отмечать и Пасху. Но также мы и отмечаем мусульманские праздники, национальные праздники. Поэтому, вы знаете, мы проживаем на улице Утренней, и в нашем дворе нету забора, разделения. А рядом живет казахская семья уже много лет, и вот у нас один двор, я могу сказать, где нету разделения. И вот сколько лет, с 94-го года мы проживаем, мы не ставили забор, и у нас общий двор получается. Общий дастархан, можно сказать. Дастархан, да, и когда происходят какие-то мероприятия, они приглашают нас, мы приглашаем их, и вы знаете, это, я думаю, богатство нашего города, нашей страны, что много национальностей проживает в Казахстане, и люди стараются делиться своими праздниками, своей кухней, своей традицией, да, радостью. И, конечно, горе, когда бывает, тоже стараемся друг друга поддерживать в тяжелое время. Ну, это вот, знаете, да, действительно, это самый показатель нашей многонациональной дружной страны. Так, у нас, по-моему, уже Нет, еще. Процесс пошел. Процесс пошел, но я вижу, что пошел. Да. Что-то. Ох ты, как вот ловко. Но она не... Ну вот теперь будем ждать, да? Мы сейчас разделали курицу, да? Вот Да. Вообще, что нужно для вашего блюда? Вот расскажите. Для чкмерули нужно, вот сейчас мы разделали, мы сейчас его просто посолим, немножко поперчим красным перцем и на сковородку поставим, поджарить мы должны с 2 сторон его. Потом мы это вытаскиваем с сковородки, ставим на тарелочку, и потом мы будем делать сливочный соус с чесноком. Да. И второе действие, потом мы уже будем заливать сливочным соусом наши поджаренные части курицы и еще томить в сковородке до готовности. Отлично. Вот я тут вижу на столе лавровый лист, причем свежий. Вот откуда он, расскажите, его происхождение? Вы знаете, вчера я встречал маму с города Батуми, она прилетела в Астану, и с нашего двора, который находится в городе Батуми, где я провел свое детство с бабушкой, во дворе растет этот лавровый лист, и она привезла. Вот можно, да, потрогать? Он прям, Да. он вот только сорванный, да, Это живой? вот. Свежий. Свежий. Это вчера утром сорвали его. Он и пахнет. Его как? Его, получается, нужно высушить, да, вообще? Да, его можно поставить в какую-нибудь красивую вазочку без воды, он будет
украшать вашу кухню и при этом еще добавлять вкус в ваши блюда. И аромат в доме. Аромат, да. Ну отлично. Вообще лавровый лист вообще часто используете? Вообще кто у вас дома готовит больше? Ну, это я и мама, Кристина. Да? А вот Я Григорий очень редко готовит? готовлю, но по праздникам, по какому-то настроению, да. Это, Ну, наверное, мясо. вообще говорят, когда мужчина готовит, это уже праздник. Так, у нас, в принципе, освободилась сковорода, мы можем приступать уже курицу, да, Да. обжаривать. Да, Жанар, сейчас готово, мы его просто посолим. Тогда мы поменяемся Да, да, местами. Посолим и немножко можем добавить красного перца. Хотите, я вам могу пока. Чем-то нужно помочь, что-то может быть это. Нет. Не терпит женских рук, мы все Сейчас мы поняли. Да. подсолнечное масло и будем поджаривать их с двух сторон. Красота. Жанар, не хотите? Да, хочу. Вот пить хочу. Водички или? Лучше водички. Где-то прочитала недавно, что нужно пить именно вот такую ощелоченную воду, чтобы сохранялся внутри в организме свой pH. Так что будем пить. Процесс пошел. Процесс пошел. Я видел в детстве, когда бабушка готовила это блюдо, специально сюда клалась какая-нибудь крышка Жанар? железная, и туда ставился камень, чтобы это прижималось и хорошо прожаривалось. Вот это секрет такой, да, бабушки? Да, Вот это у всех такой бабушек есть свой секрет. народный такой метод, да. Поэтому сейчас А хачапури у нас уже готов, да? Да, можно есть- разрезать и попробовать. Ну, мы подождем, наверное, да, пока приготовится. А вообще вот сверху мы его смазываем маслом еще. Сливочным маслом. То есть все, мы обжарили на сковороде, вытащили, положили в тарелку и смазали маслом сливочным. Да. Все, и ждем, пока напитается. Ну, можно и горячим есть, получится. Ну, Вообще лучше. горячим. Да, лучше. лучше горячим. Да, хачапури. А вообще вот, знаете, мне всегда интересно, вот вы дома разговариваете на грузинском, на казахском, на русском языке, на каком Английский на каком языке дети разговаривают сейчас? Но дети у нас разговаривают на русском языке, обучаются на русском языке, но хорошо они знают казахский язык. То есть у нас казахский старший язык хорошо сын, знают. да, учится в Нише, вот, средний и младший они учатся в школе Абдразакова, но там углубленно изучают казахский язык, также они изучают английский язык. Вот. У нас принцип такой, чем больше языков ты знаешь, тем богаче и больше людей ты знаешь. Да, естественно. Наверное, так. Поэтому это не предел, я надеюсь. Это не предел, их, еще будет больше, да? да, возможностей и развития. Я, насколько знаю, Татьяна, вы тоже состоите в грузинском культурном центре. Вы Да. как-то участвуете в жизни? Что у вас связано именно с центром? Какие вот? Я помогаю Григорию. То, что он просит, что необходимо. Посещаем мероприятия, участвуем в мероприятиях. И в организации, В организации, мероприятий да, приходится какие-то помогать все равно, да? У нас была школа грузинского языка, вот тоже там помогала. Детки ходили, занимались, обучались языку. А грузинский язык вы уже знаете? Я Это общие хотя бы. читать, писать Читать, умею, писать. да, на слух воспринимаю, а говорить, наверное, мало практики, поэтому немножко и стеснение еще есть, которое, говорить, да, а и так, да, много так стараюсь. много понимает. И вот я благодарен тогда отцу, который меня отправил в Грузию на эти 5 лет, чтобы я изучил грузинский язык, традиции, и чтобы я мог передать это своим детям. У нас интернациональная семья, но они должны знать и свой язык, и язык мамы, и язык той страны, той земли, где мы живем, Правильно. нашего Казахстана. Да. И про центр, Жанар, я еще хотел бы добавить. У нас был очень хороший музыкальный, танцевальный, как кружок. И у нас был преподаватель, который обучил многих детей, которые здесь родились, грузинским танцам. 1-2 танца, которые ребенок вот изучил, а они уже сейчас повырастали
И какие-то, когда мероприятия проходят, ну, свадьбы, там, день рождения, они выходят с гордостью, танцуют. И когда я смотрю, я тоже благодарен этому парню, которого зовут Гела, который хореограф. Ну, к сожалению, он переехал в город Алмату, и сейчас там занимается этим всем. И у нас пока нету кружка. Но много было сделано, и эти дети, родители, они благодарны, что они знают какой-то момент из танца, какой-то танец. А вообще вот сколько вообще сейчас грузин проживает в Карагандинской области? Есть какая-то вот статистика, я не знаю, Статистика. А центр сколько объединяет? Вы знаете, да, статистика есть. Я обращался в статуправление, и мне дали цифры. 1140 грузин, грузинской национальности проживает в Карагандинской области. Но в общем наш центр объединяет и присутствует он около 200 человек. Это те люди, которые приехали, их родители, это 30-е, 40-е года. У нас ничего не подгорит там? Нет, пока минут 15 надо, чтобы оно прожарилось с одной стороны, да, потом мы ее перевернем. И вы знаете, вот интересная история, я тоже интересовался, как оказались грузины на казахской земле. В основном приезжали сами, это было по работе, по какие-то были мероприятия, которые при Советском Союзе, ну это дальше, когда была Целина, приезжали на учебу, потому что очень много студентов училось в Карагандинском мединституте, который славился на весь Советский Союз, учились в кооперативном институте, университете. И многие остались здесь жить и создали свои семьи и продолжают жить в нашей области, в нашем городе. Но я знаю, что и ваша мама тоже же является активным общественным деятелем, да? Да, у нас так, как папа начал это все дело заниматься, у нас маленькая ассамблея в нашей семье, и мама с большим удовольствием тоже принимает участие, находится сейчас в Совете матерей и всегда помогает, старается, чтобы наш центр развивался. Она украинка по национальности, но это нету никакой разницы в нашем общении, в нашем общем деле. Но мама также у вас и знает и грузинские обычаи, получается, и, Да, и да. готовит грузинскую кухню. Да, Она работала. и писать Грузии. умеет, и читать умеет на Да. грузинском. И какое-то время она работала В в городе роддоме, Батуми, да, в роддоме, а потом уже здесь, в Караганде. И в Доме дружбы мы много хороших мероприятий проводим. Это очень такое теплое для нас место, как второй дом. Я благодарен всем сотрудникам Дома дружбы за то отношение, за то Атмосферу, да? атмосфера, да, аура здесь такая, знаете, что приятно. Приходишь, светло. Здесь нет такого. И хорошие очень мероприятия проходят. И вот я благодарен, что сегодня нас пригласили, позвали на этот проект. Мы взяли эстафету от польского центра. Виталий готовил здесь очень вкусное блюдо, показывал традиции польской кухни. Вот действительно, Дастур Дастархана – это как раз тот проект, который должен показать и нашу дружбу народов, именно дружбу народов Карагандинской области, и объединить вот за вкусным Дастарханом. Так, у нас уже можно переворачивать, да? Ну да, немножко можно. Такую хочешь? Не. Вообще, если бы это цыпленок был бы, конечно, он быстрее был готов, но курица не маленькая, так что надо ее хорошо прожарить, чтобы она была золотистого цвета. Теперь мы ждем, пока со второй стороны обжарится. А для соус нам нужно делать уже, когда будет готова курица? Нет, я сейчас начну параллельно делать Да? соус. Мы можем параллельно приступить, У нас да? есть вот ступка. Что для соуса нам нужно? Для соуса мы почистили чеснок, растолочь, и сюда добавим немножко соли и красного перца. Вообще красный перец часто добавляется, да, именно в грузинские блюда? Грузинские блюда, да, очень много трав добавляется.
Итак, мы начинаем сейчас. Молоть чеснок, Да. добавляем немножко соли сюда. Вообще вот чеснок, красный перец, да, разные травы. Это прям вот в грузинские блюда вот практически во все входят. Да, очень много блюд, где используются травы, грецкий орех. Сейчас наши карагандинцы часто летают в Грузию. Я вижу, многие знакомые, друзья рассказывают о том, что побывали в Грузии. И как знакомиться, да, с культурой. И нравится им грузинская кухня. Сравнивают здесь грузинскую кухню и там. Да, да, сравнивают. Но вы знаете, я могу сказать, что грузинские рестораны, которые находятся в Караганде, они очень популярны. И готовят идентичную кухню, что готовят. Да, ну может быть что-то, какие-то отличия получаются, да. Уже, да, как... Но все равно, я же могу сказать, вот Татьяна сегодня приготовила имеретинский хачапури, а есть аджарский хачапури. Это в виде лодочки с яйцом. И оно делается в Батуми. Даже в Тбилиси его не могут так сделать, как в Батуми. То есть везде возможны свои вариации Да. приготовления блюд. Ну, в принципе, согласна. У нас даже бешбармак готовится в разных областях. Где-то есть свои особенности, где-то ложится морковь, да, даже, где-то ложится, ну, то есть добавляется еще картофель, где-то не добавляется. То есть все зависит тоже от области. Да, я с рисом кушал бешбармак, Да, тоже есть рис. очень вкусный. Тоже Мне Рыба понравился. вкусный бешбармак. С рыбой вкусной, да, это на западный Казахстан, это Актау, там Да. вообще с рыбой готовят. Мы тоже, когда дома готовят бешбармак, иногда с картошкой делаем, иногда без картошки. То есть все зависит, конечно, да, от какого-то и настроения, от предпочтений. И тоже такие моменты экспериментировать всегда можно. Так, у нас Так, мы сейчас приготовили приготовили смесь, да, смесь чесночную, да, мы сейчас заливаем сюда сливки. Ну, я взял 10% сливки, можно 20%. То есть можно пожирнее, там. Да, это уже кто на любителя, как вкуса. предпочитает, да. На эту курицу, получается, надо брать где-то грамм 500 сливок, чтобы мы приготовили соус. Сейчас процесс дальше. Наша курица жарится, мы его переворачиваем. Вот уже золотистый цвет появился. Уже вот прям Да. аппетит настрел сразу. Красиво как. Скворчит, да. Она потом заливается, получается, соусом, да? И Да, мы сейчас Приготовить, посолить. одну сторону еще дожарим, потом уберем и немножко вот этот сливочный соус пожарим на сковородке, на той, которая жарилась, на том на масле. том же масле, Да. в котором жарилась курица. И потом мы уже будем закладывать те кусочки, которые будут у нас готовы. И дальше уже оно протушивается, да? Протушивается, да, уже до готовности, и потом уже можно подавать к столу. О, ну, вот это Для этого блюда мы сегодня приобрели вот грузинский хлеб, грузинский лаваш, который будет сочетаться как раз. с этим блюдом, да. Как еще раз называется блюдо? Чкмерули называется, да. Это селение Чкмери в Западной Грузии. Ну, Именно по там преданию, да, получается. с этой деревни это блюдо, И из него получше. да, истоки свои, так скажем. да. Теперь в Караганде готовится вот, Сегодня, да, мы в показываем стенах Дома дружбы. в стенах Дома дружбы, да. Курица готова. Да, Практически. практически Мы сейчас готово. ее будем вынимать Да, сейчас мы ее и вынимаем. приступим уже к соусу. Вот она до золотистого цвета подошла. Мы кусочки вытаскиваем на тарелочку, да. И потом заливаем туда сливочный вот этот приготовленный, Соус. да, ступки соус. Который. Да. Его на сколько минут нужно будет? Соус мы Чтобы буквально, подавиться, да? буквально 5 минут мы сейчас зальем. Это у нас буска стоит. Давайте, спасибо. Помешала, Да. чтобы равномерно. Все это масло, то, что от курицы, да, оно протомится.
Здесь вот мы еще сливки Сливок добавляем, добавим, да, ну, чтобы хватило, чтобы оно все пропиталось потом. Это В принципе, жирность сливок можно регулировать, да, добавить, Да. если кому как удобнее. Кто-то Здесь 10%, курица, да? ну, 20% сделает. Она протомится сейчас и потом туда курица. Да. Да. Сейчас мы вот немножко соль надо добавить. Ну, пахнет приправами там уже, или чесноком. Ну, что интересно, вот в этом блюде, кроме чеснока и соли, и красного перца, ничто не добавляется. Другие травы не добавляются, да. А в конце, когда мы закончим, мы немножко посыпем паприкой. И тогда уже подача будет и красиво, и я думаю, что должно вкусно получиться. А вот расскажите, вот опять возвращаясь к вашему грузинскому культурному центру, общаетесь ли вы с другими областями? То есть как-то проходят какие-то мероприятия, может быть, Да, где вы представляете Карагандинскую область? мы встречаемся на республиканской сессии председателей в городе Астане, когда проходит. Мы потом после сессии собираемся, общаемся, тоже делимся своим опытом. Большие центры очень есть. В Актау, в Атырау, Акмолинской области самой есть грузинский центр. Это есть в Чимкенте, есть в Джамбуле, есть центры грузинские. Ну, исходя из того, что Казахстан очень большой по территории, мы не можем на всех мероприятиях участвовать, но связь поддерживаем и стараемся делиться какими-то своими достижениями, какими-то мероприятиями. Говорят, что человек должен помнить, да, там, где родились его предки, должен чтить родину, в которой он родился. И как раз у вас это прям сочетание. Да, у меня интересно получилось вот по жизни. Я могу сказать, когда я проживал в Шартандах, у нас многонациональный был класс, садик. Потом я, когда переехал в Батуми, в нашем классе было очень много национальностей. И вы знаете, вот этот дух, видно, всего этого общения меня завлек в ассамблею, вот создание культурного центра. Также и дома, и грузинские, и украинские, и все эти традиции. И дома собрали ассамблею, да? Да, маленькую ассамблею собрали. Так что, ну, интересная жизнь, я скажу. И здесь вот в Доме дружбы, когда мы находимся, мы делимся с нашими председателями, членами. Вы знаете, это такое богатство, которое это в университете и в институте не преподают. Это вот жизнь, это общение. Это богатство нашей области, нашей страны, Да. наши люди. Да, наш я согласен. народ. Шанар, вот уже Давайте, кипение пошло, и мы сейчас можем закладывать, да. Ага, вот так. Рахмет. Так аппетитно уже прям выглядит даже. Закладываю этот соус. Сейчас мы его немножко накроем еще, И протамин, да? еще протомим, чтобы оно пропиталось хорошо. И тогда мы можем потом подавать к дастархану. Уже слюнки текут. Курица, оно такое, знаете, мясо, что Как томлёное. все национальности кушают его. Ну, кстати говоря, да, курица универсальная. Универсальное, да. И оно такое блюдо, что, я думаю, в каждом доме можно его приготовить, попробовать. Да, ингредиенты, да, собственно говоря. Да. Вот это все мы всё сейчас сверху. заливаем. А, вот так мы делаем. Да, мы заливаем. Вот это все, что здесь осталось, можно сюда. Ну, в принципе, вот так вот. Сковородку. Ну, не как в ресторане будет, но зато вкусно должно быть. Главное вкусно. Да. Итак, мы пробуем. Все у нас готово, и хочется прям вот уже вкусить. Все. Начинаем дегустацию. Раскладывайте. Да. Сейчас, Жанара, я вам кусочек белого мяса. И надо обязательно вот эту подливу наливать сюда, на тарелочку. Красиво. Да. И вот это вам. Вот. И, пожалуйста, грузинский хлеб. А, и вот И его вот можно надо как макать. раз таки макать Да, в соус, конечно. да? Как интересно.
Да. Первый раз пробую, кстати, Первый раз? чикмирули. Чикмирули первый раз пробую. Еще из ваших рук. На здоровье. Слушайте, как вкусно. Очень вкусно. Понравилось? И мясо прям тает. Теперь это будет мое любимое блюдо. Что хочется сказать? Хочется сказать вам огромное спасибо за сегодняшний наш такой вот вкусный, да, проект. И хочется от вас, наверное, узнать пожелания вот сейчас, что бы вы хотели сказать нашим казахстанцам. Да, я тоже хочу поблагодарить вас за сегодняшний день, за эту прекрасную программу. А казахстанцам я хочу пожелать мира. Вот благодаря этому маленькому слову, это большой смысл всего того, и то, что вот мы смогли сегодня встретиться, накрыть грузинский дастархан на казахской земле, это благодаря этому слову я хочу пожелать всем мира, здоровья, процветания, и чтобы в каждой семье была возможность вот так вкусно, сытно готовить, общаться и продолжать традиции наших этносов, нашего народа и нашего казахстанского единения. Так, и в заключение поблагодарить хочу всех, кто создал эту программу, этот проект. Я думаю, что после нас будут продолжать другие центры. И сегодня мы показали маленькую часть грузинской кухни. Поэтому, Жанар, очень приятно было с вами провести сегодняшний день. Еще раз, то, что мы оказались еще земляками, да. Это, конечно, немного нас, шартандинцев, здесь, но мы стараемся вот так вот хорошо общаться и продолжать традиции. Так что всем мира, здоровья, процветания в нашей стране. Татьяна, и вы. Я присоединяюсь к словам Григория и хочу пожелать здоровья, наверное, потому что для каждой семьи это вот, самое главное, что если есть здоровье, то у нас будет все. Улыбок, счастья и вкусной еды. Отличное пожелание, я считаю. И на этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся и говорим вам, смотрите нас на YouTube-канале.